организаторы ставили перед собой задачу максимально продемонстрировать позицию демократичных сил и дать возможность белорусской власти продемонстрировать свою позицию. Демонстрация удалась. Каждый показал то, что он хотел показать. 5 дней тому Лукашенко в интервью австрийской информационного агентства сказал, что мне треба еще сделать для того, чтобы полепшить демократичный имидж. Ну вот, он придумал, что сделал, и зараз перед БНФ стоит головная задача, которую мы перед собой ставим, примусить, домогчися, как все политики европейские, все громадские организации, все СМИ дали свою конкретную оценку деяниям режима. Не non-paper, как это было ранее, не non-paper, что не бумага, некую отписку, а конкретную жесткую позицию. Вот мы это будем домогаться, как в дочинении до репрессивного режима европейские политики скоординовали свою деятельность с американцами. Справа в том, что когда на сегодняшний день улады хочут продемонстрировать свою репрессивную сутность, значит, они будут демонстрировать. Как сегодня Советская Беларусь вышла с портретом Лукашенко и с велизарным заголовком «Правосудие для всех». Вот оно зараз отбывается. Ну, я думаю, что значит, гроши, які будут заплачены британскому лорду, які повинен робить імідж Лукашенко, будут выкинуты на ветер. Улада не была спровокована на силовые деяния, акция планировалась абсолютно мирная. Милиция объявляла, что вы можете пройти до площади Перамоги и сесть там на метро и ехать на место дозволенного митинга, и сама ж не дала это сделать, перегородивши проездную частку. Из-за этого отбылись вот эти сутыкнения, которые не были спровокованы мирными демонстрантами. Европа дастаткова праінфармаваная пра гэта, і яна павінна сама разумець, як рэагаваць, і рэакцыі не пакінуць сябе чакаць, я думаю. Тым не менш, улада павінна ведаць, што крок можна заўсёды зрабіць назад, можна папрасіць прабачэння, можна адпусціць рэпрэсаваных, у руках яе далейшыя ейныя магчымасці.